Подведены итоги, объявлены победители. В этом году лучшим учителем здоровья в Республике Коми стал интинец Игорь Бородин, учитель физкультуры гимназии номер 2. Он прививает детям интерес к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни. Помогает ребятам почувствовать в себе силы и уверенность. Игорь Бородин работает в сфере образования более 15 лет. Сначала трудился в школе поселка Абись. С 2015 года учителем физкультуры в гимназии номер 2. Он и его ученики являются участниками и победителями различных спортивных мероприятий. Гимназисты вместе со своим наставником успешно сдают нормативы ГТО и выступают на многих соревнованиях. Дети и коллеги учителя не пропускают ни одно общегородское спортивное мероприятие, будь то кросс нации или лыжня России. В образовании я работаю с 2007 года. Пришел с армии, поступил в Вятский государственный университет на учителя физкультуры. Вообще у нас династия. У меня бабушка учитель математики, заслуженный учитель. Мама у меня в образовании проработала, сейчас на пенсии. Ну и, соответственно, я по их стопам пошел в образование. Почему физкультура? Ну, вообще, все, наверное, началось с армии, потому что я был командиром отделения, я учил других бойцов. Там и физическая подготовка тоже нужна, и стрельба, и огневая, и тактическая. Ну, как-то мне понравилось, когда все равно в твоем отделении уровень зашкаливает не так, как у других. Потому что я был командиром снайперского отделения, там в первую очередь нужно физические показатели хорошие. Ну и как-то так все, я думаю, почему бы и нет, не попробовать. Потому что я же там был не просто, я в учебном корпусе просто. Все 2 года я тренировал, каждые полгода приходили новые бойцы, как учитель. Вот с этого и пошло. Игорь Николаевич ведет активный образ жизни, занимается легкой и тяжелой атлетикой, постоянно ходит в тренажерный зал, бегает, летом катается на велосипеде, зимой на лыжах. После уроков он не лежит на диване, а своим примером показывает ребятам, что нужно заниматься физкультурой, спортом и вести здоровый образ жизни. Как меня учила бабушка, как учила мама, чтобы кому-то что-то показать, кого-то чему-то научить, начни с себя. То есть у меня такой девиз, что покажи своим примером, каково это. Конечно, я активно участвую. Сейчас в последнее время бегать стал. Мы открыли свой мини-такой клуб для бега. Детей зову тоже своих. Я много чем занимаюсь. Мне проще сказать, чем я не занимаюсь. В гольф, наверное, не играл. А так, всего по чуть-чуть. Потому что все равно как-то в образовательном процессе это как-то немножко включаешь. Где-то там чему-то узнал, научился этому. И это я применяю потихоньку для того, чтобы хоть как-то помочь детям. Игорь Николаевич очень ответственный. Мне очень нравятся его уроки. То есть у нас всегда все запланировано. Мы играем там волейбол, пионербол. Также сдаем какие-то нормы, то есть отжимания, пресс. К каждому уроку он очень ответственно подходит, то есть очень полноценные уроки. Также мы все вместе участвуем в таких мероприятиях, как кросс нации, лыжня России. Мой учитель физкультуры Игорь Николаевич Бородин. Он мало того, как преподаватель очень хороший, он и как собеседник. С ним очень интересно общаться. Можно с ним на любую тему поговорить. Спорт, отдых. Любое. Учитель физкультуры ведет несколько спортивных секций в гимназии номер 2. Также он является основателем школьного спортивного клуба «Атлет», в состав которого входят сотни гимназистов. 2 года назад под руководством наставника активисты клуба приняли участие в республиканском конкурсе школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» и реализовали проект «Спортивные соревнования. Малые Олимпийские игры». Сейчас Игорь Николаевич задумывается над реализацией еще нескольких проектов. Существует клуб «Атлет», все ходят. Сейчас по моей инициативе мы открываем новый такой кружок, это армрестлинг. Проходила одна игра на фоне патриотической игры, и мы ввели такую небольшую станцию, там армрестлинг, должны были с каждой команды дети побороть друг друга на руках.
и прям смотришь, глаза горят, это же интересно, здесь же нужны силовые показатели. И как бы, ну, она сама по себе зрелищная. Ну и вот я директору предложил, говорю: Наталья Витальевна, давайте попробуем внедрить в нашей гимназии. Сначала, ну, на базе гимназии будем проводить мини-соревнования, а потом попробуем на муниципалитет выйти. Тем самым, ну, это все равно лучше, чем вообще ничем не заниматься. Ну, для парней это все равно спорт, там, где-то, я говорю, гантельки закупим, бицепсы себе подкачают, немножко укрепится. Все равно это пригодится в жизни. А девочек чем привлекаете? А девочек, ну, у нас есть много что. У нас в основном это волейбол. Ходовая у нас очень хорошая материальная база. Вот. Девочкам нравится, у нас очень много групп. У нас 5-е, 8-е у меня группа, пришлось их поделить на 2, потому что уровень все равно растет. Ну, много. Спортзал постоянно работает, очень много детей занимается. Единственное, что в летние каникулы возьму, наверное, себе на заметку, как это сделал Берляков. Наверное, тоже буду, если буду здесь, тоже буду открывать. Потому что все равно у нас погодные условия не всегда отличные, а детям хочется чем-то заняться в летнее время. Человек должен быть развит гармонично, не только умственно, но и физически. Игорь Николаевич фанат своего дела. Дети его обожают. На уроках физкультуры гимназистам не бывает скучно. Игорь Николаевич хороший учитель физкультуры. Он хорошо все объясняет, показывает на деле. Мы видели его игры много раз в своей жизни. Он отыгрывал всегда очень отлично. Научил меня очень многому. Занимаюсь я у него уже 4 года. Около 4 лет. Хожу на секцию по волейболу, баскетболу. Он меня очень многому научил. Научил быть мужчиной, можно даже так сказать. Показал пример. И я хочу быть даже как он может в некоторых моментах. Игорь Николаевич является нашим тренером по волейболу школьным. В прошлом году, благодаря ему, мы заняли 1-е место в городе. Вот. За что я ему очень благодарен. Это большой опыт для меня был, потому что я очень часто участвовал в соревнованиях. Я в прошлом был хоккеист, вот. А сейчас я перешел к волейболу, баскетболу, и Игорь Николаевич во всем этом помогает мне. Педагог гимназии номер 2 уже не первый раз участвует в подобных конкурсах. В этом году он успешно прошел все этапы и одержал победу на региональном уровне. Все началось с того, что я участвовал в одном конкурсе, называется «Я лидер физического воспитания». Ну, так как я занимаюсь много чем, у меня есть очень много материала, видеоматериала, и там самое главное – это визитная карточка, то есть представить себя, как я работаю, чем я увлекаюсь. И мне это не составило труда для того, чтобы смонтировать видео, потому что, как я уже сказал, я увлекаюсь много чем. Вот. И сам конкурс состоит из, первое, это визитная карточка, далее нужно провести внеклассное мероприятие, тоже снять это на камеру там, до 30 минут, и, соответственно, самоанализ, тоже видео снимается, но это все отправляется по онлайну. В конце ноября, начале декабря Игорь Бородин будет представлять Республику Коми в финале всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2023», который состоится в Нижнем Новгороде.